В этом году Министерством здравоохранения реализовано 9 ведомственных целевых программ на развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии. Из республиканского бюджета выделено 56 миллионов рублей. На базе республиканской больницы отделение гемодиализа было сформировано в 2012 году. Количество больных с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в лечении к концу 2024 года, составляет более 80 человек. Если сравнить с 2023 годом, было 72 пациента, проведено 9297 процедур гемодиализа. В 2024 году 81 пациент, проведено 9386 процедур гемодиализа. Хотелось бы сказать, что пациенты, которые находились на лечении в российских клиниках, в Адлере, проживающие в Гаграх, в Гудаутах, часто ездили в Адлер, но чуть ситуация поменялась. Сегодня они и присутствуют и здесь, в республиканской больнице. Но это вот ситуация такая, вот мы стараемся идти навстречу для того, чтобы людям, которые нуждаются в этой сложной процедуре, они ее максимально получали дома, в комфортных условиях. Это очень важно. Другая программа совершенствования противотуберкулезной помощи населению направлена на своевременное выявление, лечение, профилактику больных туберкулезом, а также своевременное обеспечение всех пациентов необходимыми лекарственными препаратами, проведение лабораторных и инструментарных обследований. На ее реализацию было выделено 7 миллионов рублей. Лечение прошли 131 человек. В уходящем году на лечение граждан за пределами и на территории Абхазии было заложено 188,5 миллионов рублей. Стоит отметить, что определенные виды специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичные современные репродуктивные технологии по проблеме лечения бесплодия, не оказываются в лечебно-профилактических учреждениях республики. В связи с этим возникает острая необходимость финансирования и направления граждан на лечение в медицинские учреждения за пределами республики и в частные медицинские учреждения Абхазии. Так, в текущем году процедуру ЭКО провели 18 женщинам. Медицинские учреждения за пределами Республики Абхазия, а также в частные медицинские организации Республики Абхазия и в Российскую Федерацию в 2023 году направлено было 824 человека, а в 2024 году уже 1332 человека. Работаем также в рамках обязательного медицинского страхования с взаимодействием с Российской Федерацией. На лечение в рамках ОМС было отправлено 387 человек. И эта цифра, она будет ежегодно расти. Мы разговаривали по этому поводу и с российскими коллегами. Есть понимание, как все это будет реализовываться. Вы знаете. На реализацию программы медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии было заложено 3,5 миллионов рублей. Министерством здравоохранения обеспечивается организация централизованного приобретения расходных материалов для изготовления протезов. В уходящем году было изготовлено 23 протеза. На программу подготовки к призывной службе было выделено 450 миллионов рублей. Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений обошлось в более чем 195 миллионов рублей. Говоря о кадровом обеспечении системы здравоохранения, Эдуард Будба отметил, что дефицит кадров ведет к перегруженности в работе и, как следствие, к снижению качества оказания медицинской помощи населению. Кадровая проблема требует значительных организационных, правовых, финансовых ресурсов, и, возможно, только программным методом. Мы на сегодняшний день в системе здравоохранения отмечается острая необходимость в следующих специалистах, таких как неонатологи, педиатры, кардиологи, инфекционисты, нефрологи, пульмонологи, лор-врачи, фтизиатры, ну и большой спектр других узкопрофильных специалистов. В рамках программы было обучено в 2023 году 52 студента и 33 ординатора, в 2024 году 51 студент и ординаторов 38 человек. Я хотел бы сказать, что на протяжении нескольких лет мы уже занимаемся тем вопросом, что мы отправляем на учебу в ординатуру те кадры, которые нам в будущем будут востребованы, они должны будут вернуться. Это именно по узкопрофильным специалистам, которые крайне необходимы нашей республике. Также Эдуард Будба рассказал, что они в тесном взаимодействии с российскими коллегами. Рассказал и о долгах перед российскими клиниками. И мы пациентам оказываем эту услугу, мы даем гарантийные письма под наши, как говорится, договоренности с тем или иным лечебным учреждением. Пациенты едут в это лечебное учреждение, получают услугу, то есть они получают операцию, помощь, консультацию, все, что необходимо, и возвращаются уже сюда. То есть они этого не ждут. Понятно, что в комплексе все 100% мы не можем закрыть, но мы максимально это все делаем. Потом нам выставляют счета на основании наших гарантийных писем. И вот эти долги, это не долги, где мы
куда-то что-то копим. Это люди, которые уже поехали в российские клиники, которые получили объем медицинской помощи. Сейчас по этим пациентам нам выставляют счета, которые мы должны закрывать. У нас есть еще задолженности, которые по лекарственным препаратам. Нам тоже вот отправляют компании сюда. Мы же стараемся не останавливать эти циклы лечения химиотерапевтических препаратов. Но вы видите, вот мы стараемся максимально, да, люди получают некоторую таргетную терапию. Более 600 тысяч рублей в течение нескольких недель надо, да, на одного пациента. Люди получают, допустим, другой вид химиотерапевтической помощи, каждый там по графику, да, и эти графики они не должны пропускать. Исполняющий обязанности министра здравоохранения также сообщил, что в связи с тяжелой ситуацией с энергетикой все медучреждения республики были обеспечены дизель-генераторами и необходимым запасом топлива. Подводя итоги деятельности Минздрава за 2024 год, Эдуард Будба особо подчеркнул, что за исполнением обязательств перед пациентами и гражданами стоит огромная и слаженная работа медицинских работников. Он выразил благодарность медикам страны за их самоотверженный труд. Алика Трапшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение.